Спонсор передачи «Город женщин» – дом ткани «Я-Кутюрье». Давно не виделись. Как дела? Где мы с тобой могли встретиться? Зарине. Все пути ведут к Зарине. Да. Как тебе мой лук? Вообще классно выглядишь, прямо отлично подобрала цвета, мне очень нравится. Мне нравится, что ты платье превратила в юбку. Для девушек, у которых широкие бедра, это очень хороший трюк, который скрыть все недостатки и добавить объема, где нужно, где не хватает. Отлично просто смотрится. Да, спасибо. Спасибо. Мне нравится твой подобранный лук, очень круто. Белая рубашка, юбка, туфли, все идеально подобрано. А белая рубашка – это основа основ, и она пригодится тебе тысячу раз. 100%, 1000 раз. Юбка супер, графичный рисунок и вообще в тренде, и фасон просто супер, как с свитерами можно носить. Это must have весны. И очень классный лайфхак, когда туфли, цвет кожи, визуально ноги кажутся просто от ушей. Мне очень нравится. Да. Кстати, сережки тебе отлично подходят под Правда, твой образ. точно. Давай поменяемся. Давай. Тебе классно подошли мои сережки, просто отлично. По цвету супер, Идеально. идеально подошли Да. друг к другу. Спасибо, Люция, это Другие ко просто мне супер. тоже подошли. Да, Больше, по цвету- больше, чем твои, да. больше. Акцент весь на рубашке, на юбке, Да. супер. Не будем добавлять лишнего, супер. Да, Класс. да. Спасибо, очень круто, мне нравится. Мне понравилось очень в Зарине, многие вещи прям идеально подходят друг к другу и впишутся идеально просто весенний гардероб. Как ты думаешь, ты со мной согласна? Согласна. Мне нравится Зарина. Знаешь, из-за чего? Ага. Из-за того, что у них есть яркие цвета, которые я люблю. А мне нравится, что у них очень много базы, и это просто находка на самом деле. Посмотри, базовое платье и базовая кофточка превратились в такой невероятный наряд. Да. Я думаю, это очень находка. Магазин находка. И качество ткани мне очень нравится. Натуральные ткани, вискоза. Это рубашки, я тебе настоятельно рекомендую. Да, надо брать. Надо брать, даже 2, наверное. Магазин «Зарина» открывает секрет настоящей женственности, создавая модную, стильную одежду, способную подчеркнуть все достоинства любого типа фигуры. Сочетание утонченного классического стиля, ярких оригинальных деталей, а также умопомрачительных цветов позволяют создавать неповторимые образы. Здравствуйте. А вы же стилисты из города женщин? Да. Помогите мне, пожалуйста, подобрать образ на весну. Что вы скажете? Вы это выбрали на весну. Это, конечно, безусловно, базовый гардероб, но я вижу вас все-таки в ярком цвете, и мне кажется, для весеннего гардероба нужен яркий цвет. Если хотите, мы можем вам помочь в этом. Конечно, я очень хочу. А в чем ты видишь ее в лице? Я ее вижу в красном тотал-луке. Если вы согласны, приглашаем вас в примерочную. Вы там посидите, отдохните, подождите нас, а мы подберем вам сюрприз гардероб. А это мы с собой забираем. Хорошо. Смотри, Я вижу Да. красное. а я иду вижу туда. к комплекту нашему красному, я вижу бежевое пальто. Шикарное пальто. Мы выбрали его. Почему? Потому что это самый красивый цвет, который может быть вообще для пальто. Он нейтрализует любой ваш красно-серо-буро-малиновый, не знаю, яркий цвет, он любой цвет нейтрализует, поэтому настоятельно рекомендую. Плюс рукава, можно их подогнуть, сделать чуть короче, и ткань мягенькая, трикотажная ткань, это очень супер. Размер мы выбрали чуть-чуть побольше, потому что верхняя одежда, она должна 100% вас сопровождать, но никак не облегать. Длина
удлиненное пальто, как никогда сейчас в диком тренде. Чем длиннее пальто, тем круче. Смотрится просто обалденно. Мне очень нравится. И смотрите, какие детали, то есть цвет в цвет подобраны детали, без подклада. То есть можно носить до конца мая 100% и уже, может быть, даже август взять. Сезон ношения пальто в нашем городе очень длинный, поэтому тщательно относитесь к выбору пальто. Пальто в Зарине чуть меньше 6 тысяч стоит, вложиться в него это 100% будет инвестиция. Для усиления нашего красного наряда мы подобрали такой замечательный шарф. Он довольно-таки плотный, так как все-таки еще не месяц май, а месяц март. Будет тепло, по крайней мере. Цвет горох, это усилит эффект красных вещей и красных нарядов. Я там вижу замечательную сумочку черного цвета с золотыми элементами, и думаю, Люция поможет достать. Бема, я предлагаю вот эту отличную сумку. Да, я ее тоже, заметила. Квадратная форма сейчас очень в тренде. Спасибо, круто. Ну, я пошла мерить образ. Для нашего тотал красного комплекта я выбрала вот эти брюки. Они отлично сядут на нашей девушке, потому что они с высокой посадкой, что сейчас очень модно. Они немножко сужаются к низу, и у них длина самая актуальная в этом сезоне, чуть-чуть выше лодыжек. Из этого платья я даже предлагаю сделать жилетку к этим брюкам. Будет отличный комплект. Потом наша девушка сможет его носить как платье, как офисное, может сочетать с блузкой белой. К нашему комплекту я бы добавила еще красную маечку. У них даже оттенок у всех одинаковый. Из этих вещей наша девушка сможет потом составить разные комплекты, потому что это базовые брюки, базовая майка, можно сказать, и платье тоже базовые. Их можно сочетать и разбавить вещами других цветов. Каждая женщина любит быть разной. Она нежная и заботливая дома, успешная и активная на работе. Она всегда стремится к красоте и внутренней гармонии. Будьте собой вместе с магазином Зарина. Добрый день! У нас поступление новой коллекции «Весна-лето 2019». Современная женская классика с яркими оригинальными акцентами. Также аксессуары и детская девичья коллекция. В этом сезоне актуальны платочные принты, широкие брюки, геометрические животные принты, также полоска. Размерный ряд у нас начинается с 42 по 54. Мы находимся в торгово-развлекательном комплексе Туймада, 2-й этаж, магазин Зарина. Поздравляем всех дам с 8 марта. Приходите к нам, будьте всегда женственны, красивы и цветите. Пока девочки подбирают образ нашей героини, я с удовольствием расскажу вам о том, какая одежда подходит каждому знаку зодиака. Овны, как правило, представительницы данного знака яркие и энергичные, поэтому одежда должна быть очень удобной, но при этом привлекать внимание. Тельцы, старайтесь выбирать классические линии, проверенные временем бренды и, конечно же, нежные ткани. Близнецы – это любители помечтать, поговорить, поэтому ваш стиль – это яркие и необычные аксессуары, а также броские цвета. Раки – вашу личность подчеркнут элегантные образы. Это могут быть брючные костюмы или же сдержанные платья. Львы – вам нравится та одежда, которая выделит вас и продемонстрирует ваш успех. Поэтому в гардеробе любой львицы должно быть обязательно яркое красное платье. Девы, вы наверняка стороной обходите большие украшения и предпочитаете минимализм. Весы, чаще всего данный знак зодиака не ориентируется на модные тренды, а выбирает то, что ему действительно нравится. Скорпионы, вы стараетесь не утяжелять образ аксессуарами.
так как точно знаете, что иногда чем меньше, тем лучше. Стрельцы, самое главное условие в одежде для этих любительниц проводить время на природе – это удобство. Так что у них в гардеробе чаще всего можно найти что-то спортивное. Козероги – это знак огня, и вам очень трудно остаться незамеченной. Все это выражает и ваша одежда. Вы любите цвет и производите яркое впечатление. Водолеи, вам и в голову не придет следовать общей тенденции или подчиняться принятым нормам. У вас собственный стиль, вы сами служите себе ориентиром и моделью. Рыбы, что же привлекает вас по-настоящему? Конечно же, много гламура. Пришло время посмотреть, какой же образ подобрали наши героини Люция и Бема. Ой, мне очень нравится. Просто сказка. Да. Песня просто. Да. идеально. Наша девушка просто изменилась. совсем другой. Да. Сразу ей весенний Другой вид. типаж, Да. да. Очень Какова нравится. Ну, жизнь отличная побольше. работа. Дай мне часть. Супер тандем, супер все сочетается, с друг другом вяжется, и это не агрессивно. То есть Да. наш бежевое пальто, наше Приглушила. невероятный шарф сделали этот образ менее агрессивным. Бема, мне кажется, что нам надо даже снять эту нашу девушку в сторис, Конечно, чтобы все ее восхитились, и нашей работой в том числе. Да, обязательно нужно это зафиксировать, чтобы наши девочки увидели нашу работу. Да. Смотрите, какая красота. Очень, да. Очень Красный кто-то комплект и бежевое пальто. И немножко, знаешь, чего не хватает? Очков. очков, да. Ну, это дело наживное. Да. Скорее всего, у нее Девушки есть. Да, есть. Она будет просто шикарная, дорогая женщина. Мне очень нравится, я очень довольна. Надеюсь, нашей героине тоже понравилось. Я вижу по глазам, что ей понравилось. Супер просто. Огромное вам спасибо, мне очень понравилось. Супер. Красный цвет, я не ожидала, что вот сочетание, что вот Total Red это будет вот, ну, настолько все органично смотреться. Пальто тоже, ну, неожиданно и при этом очень мне комфортно. Действительно, весенний наряд. Буду ходить, блистать. Благодарю вас. Она высокая, красивая, совсем Да. преобразилась. Мы очень рады, что смогли вам помочь. Обращайтесь, приходите к нам в город женщин, смотрите наши эфиры. Будем рады всегда помочь своими советами. Привет, Катя! Ты чего так долго? Замоталась по работе. Ну как настроение, как подготовка к празднику? Настроение отличное, но самая главная, конечно, проблема для меня – это выбор подарков. Поэтому я прошу тебя, помоги мне в этом. И, кстати, здесь есть хороший магазин. Кстати, ты о магазине моде, наверное? Мне как раз тоже девчонки его советовали, сказали, тут можно купить все. Катя, о боже, у меня разбегаются глаза от изобилия подарков. Во-первых, давай успокоимся, выдохнем и составим список. Кому ты собираешься дарить подарки в этом году? Так, Доставай блокнотик. в этом году на 8 марта у меня просто много желающих. Это мама, дочь, тетя, свекровь, коллеги, подружки. Я думаю, достаточно. А что ты думаешь про бюджет? Я считаю, что подарки должны быть практичные, но с какой-нибудь изюминкой. Да, Даша, я с тобой согласна. Я считаю, что подарки должны быть не скучные и недорогие. Ну что, пойдем, Даш? Пойдем. Катя, какой огромный выбор настольных игр на любой вкус и цвет. Мне кажется, это замечательный подарок для любой девочки. Ой, пошли дальше. Тут такие прикольные милые штуки. Мне кажется, любой девчонке будет отличным подарком мягкая игрушка. Действительно, особенно, Катюша, если эта игрушка антистресс. О, дай пощупать. Товары для путешествий. О, это моя тема. Давайте посмотрим, что здесь есть. Мне кажется, отличный выбор для всех любителей приключений и путешествий. Подарки, которые ты сам себе не купишь, но в подарок получить милое дело. Смотрите, какой прикольный трансформер. Игрушка превращается в подушку для путешествий, для комфортного перелета. Также тут представлен широкий выбор несессоров для документов, для косметики,
для каких-то очень важных и нужных в путешествии вещей. Также мне очень понравился здесь чехол для чемодана, благодаря которому вы всегда узнаете свой багаж издалека. А себе бы я купила вот эти замечательные тапочки, очень удобные для перелета. Они вот так вот складываются и удобно хранятся. Также в магазине Моди есть интересные вещицы для верных и любимых питомцев. Это забавные костюмчики, которые отличаются не только хорошим качеством, но и удобством. Еще здесь можно найти оригинальные приспособления для кормления вашего любимца. Замечательным подарком для вашего питомца будет вот такой поильник. Действительно, вроде бы бутылочка, но все гениально просто. Мы поднимаем бутылочку, вся жидкость спустится вот в эту емкость, и ваше животное сможет попить водичку. В магазине Моди есть огромное количество замечательных, очень креативных мисок для ваших питомцев. Обратите внимание на то, что эта миска предназначена для сухого корма, а эта миска предназначена для жидкости, и они подписаны. Кать, ну а что посоветуешь приобрести бабушке или маме? Но мне кажется, любая бабушка и мама всегда ассоциируется с теплом и уютом. Вот как раз подошли к посуде, давай посмотрим что-нибудь для дома и интерьера. Какой огромный выбор посуды. Причем посуда, как я и говорила, Катя, не простая, а с изюминкой. Ведь можно приобрести тарелочку, на которой написано «Доброе утро». Замечательно. А если приобрести еще и вместе с чашечкой, то получится отличная чайная пара на завтрак. А главное, ведь смотри, дело-то не в том, что внутри будет, а главное в подаче. Также классным подарком для бабушек и мам будет вот такие декоративные горшочки с растениями. Они представлены в ассортименте и подойдут под любой интерьер. И украсят любую квартиру, мне кажется. Что же может заменить вкусный чаек на кухне у мамы или у бабушки? Вот такие симпатичные чайники также станут прекрасным подарком. Чтобы разбавить настроение сочными красками, вот такие декоративные подушки станут тоже отличным подарком. Заряд витаминов на весну. Вот эта вот рамочка вроде бы простая, да? Если обрамить ею фото любимых внучат, это станет идеальным подарком для любой бабушки. И не будет ему цены. А если вы затрудняетесь выбором подарка совсем уж, то, я думаю, вкусняшки будут отличным подспорьем. Давайте посмотрим, что есть в магазине Моди. Представлена широчайшая география, например, американское лакомство, арахисовая паста в разных вкусах. Есть также такой интересный наборчик, японский набор с горошком и орехами. Очень оригинальный и вкусный подарок, очень классно упакован. Это можно будет, опять же, как дополнение к любому подарку. Какая девочка не любит сладости? Тут представлены разные виды шоколада с различными начинками. Очень оригинальная упаковка, форма. Мне кажется, это послужит даже отдельным подарочком. Белый шоколад с кофе и какао-бобами, например. Также очень красиво украсит ваш подарок вот такой прекрасный леденец. Можно выразить всю свою любовь. Есть даже соленый шоколад. Думаю, можно будет над кем-нибудь так подшутить даже. Даша, еще я знаю, что португальские женщины не отмечают этот праздник в компании мужчин. Да ты что? Да, и мы тоже решили уподобиться, и мы сегодня с девчонками собираемся в веселой компании. Но мне кажется, тогда необходимо подарить что-то именно для души, для девичьей души. Но это, конечно же, косметика, которая есть здесь в большом количестве. Я думаю, косметики много не бывает. Девочки, вы знаете, что 8 марта в Индии отмечается Holi Fest, праздник красок. Можно стилизовать наш 8 марта под этот замечательный праздник, добавить в жизнь красок. Можете приобрести в Моди товары для творчества. Выбор очень богатый. Катя, но мы не должны забыть и о наших коллегах, о девочек с города женщин. И я думаю, самый лучший подарок для них будет это вот такие креативные канцтовары, очень оригинальные. Вот смотри, замечательный органайзер можно подарить нашим редакторам. Ну а нашим художникам, я думаю, пригодится вот такая линейка.
Катя, спасибо тебе большое за помощь в выборе подарков на 8 марта. Я думаю, я приобрела все для своих близких и родных. А я хочу сказать спасибо магазину Моди за то, что здесь можно купить вещи против скуки. Моди – оригинальные товары для вас и вашего дома теперь и в Якутске. Дарите радость себе и близким вместе с Моди. ТРК «Примада», 5-й этаж. Очень красивый наряд, но все-таки для полноценного образа каждой женщине нужны хороший макияж и красивая укладка. И именно поэтому я сегодня в царстве красоты и стиля в студии у Марии Давыдовой. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Давно мечтала к вам попасть, а тут такой хороший повод. Вечером иду на праздник 8 марта с девочками. Хорошо, начнем с макияжа. Так, акцент мы сделаем на глаза. Накладные ресницы обязательно, они очень подчеркнут наш весь образ. А если глаза яркие, то губы тоже могут быть яркие? Обычно я говорю, когда можно делать яркие губы, яркие глаза, это новогодние праздники. Да, тогда можно все, и блестки, и яркие губы, яркие глаза. Но сегодня я хочу предложить яркие глаза и немножко мягкие, спокойные губы. Начнем с глаз. А как сделать так, чтобы сохранить макияж свежим на весь вечер? Есть такой секрет? Есть специальные спреи, фиксатор макияжа, это как лак для волос, только для лица. Ну, самое главное, изначально, когда хорошо и качественно положен макияж, он одержаться будет точно. То есть невесты красятся с самого утра и ходят до 12 ночи точно. Так, мы прорисовываем тенями. Я все делаю тенями, да. Просто черные тени. Так как я хочу сделать вечерний макияж, начинаю сразу с черного оттенка. Первое, что я спрашиваю у своих клиентов, как красится человек сам. От этого зависит весь процесс макияжа. Второе, куда идет, на какое мероприятие. И третье, конечно, что одевает. А вот обязательно ли, чтобы оттенки макияжа гармонировали с одеждой? Вот что диктует закон макияжа? Ну, это опять же не обязательно. Вообще, я считаю, законов об макияже нет. А для меня вообще нет такого понятия тренд этого сезона, например, да? Ни в макияже, ни в одежде. Это просто зависит индивидуально от каждого человека. Например, какой ты хочешь быть сегодня? Ты хочешь быть более естественный, натуральный, или ты хочешь, наоборот, более активный макияж? Так, что мы одеваем? Вот это платье, то, что сейчас на тебе. Тогда я буду исходить именно из этого платья, ну, потому что цвета, там очень большой выбор цветов. И тени я использую сейчас Наташа Денона. Очень дорогие тени, очень дорогие тени. Очень дорогой макияж. Да. Самое главное — доверие. Вот. Вам нравится, когда вам вот полностью говорят, делайте, что хотите, или наоборот, когда ставят рамки? Ну вот, как я изначально говорила, все равно я интересуюсь, как человек красится сам. Отсюда я уже отталкиваюсь. И в то же время человек, если говорит, делайте со мной, что хотите, я просто обожаю. Сколько секунд или минут вам нужно, чтобы придумать образ? Смотря на человека, возможно, в первый раз. Минут, наверное, точно нет, это, наверное, доли секунды, но не полный образ ты уже видишь, а законченный вариант, конечно, такого быть не может, потому что в процессе работы все равно есть коррекции. Весь макияж ты корректируешь по ходу работы. Подобрать оттенки, все по ходу работы. То есть вы начинаете и по ходу придумываете? И по ходу, да, как шаг за шагом. Не бывает такого, что ты прям вот увидела человека, все, ты знаешь конечный результат. Так, после того, как наклеили реснички, обязательно нужно подкорректировать тени, потому что ресницы, глаза делают очень выразительные. Иногда бывает, что перекрывают тени, и нужно подчеркнуть.
Так, сейчас у нас последний штрих. Все-таки, как же прекрасно быть женщиной. Все? Соглашусь со своей героиней, действительно быть прекрасной женщиной. Дорогие дамы, я желаю, чтобы вы были красивы не только в праздник, но и в каждый день. Ежегодно 8 марта отмечают Международный женский день. Однако изначально данный праздник появился не как День почитания прекрасного пола. Как оказалось, еще в 1908 году далеко за пределами России 15 тысяч работниц вышли на улицы с лозунгами о равноправии женщин. Они прошли маршем, требуя сокращения рабочего дня и равных с мужчинами условий оплаты труда. А вот в 1913 году женский день был впервые отмечен в России, а именно в Санкт-Петербурге. Тогда цветов и подарков у женщин в руках, конечно, не было, но зато были плакаты, да и пустые кастрюли со скалками. Только через 50 лет 8 марта стало нерабочей датой и обзавелось собственным праздничным ритуалом. В этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации политики в отношении женщин, а работниц производства награждало грамотами. Так что труженицы тогда были в почете, а вот домохозяек пока еще не жаловали. Но постепенно Международный женский день в России терял свой выраженный политический флер. И теперь современное празднование уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к прекрасному полу. Не одно десятилетие дамы отвоевывали себе внимание, так что дождались. Сейчас 8 марта является одним из самых популярных и широко отмечаемых праздников. Цветочные магазины особенно ему рады, ведь мужчины, юноши и мальчики стоят там очередями, чтобы прикупить первые весенние тюльпаны, нарциссы или ландыши. Кроме этого, представители сильной половины человечества дарят своим любимым и родным женщинам внимание, заботу и любовь. С наступающим, милые дамы! Побольше вам комплиментов в этот день, ну и, конечно же, подарков. Пусть каждый день для вас будет как 8 марта. Маш, смотри, как тут красиво, как пахнет, вообще как здорово. Обожаю цветочные магазины и обожаю 8 марта. Хотя, знаешь, во многих странах это считается политическим праздником. Да. Женщины борются за равноправие, стирают гендерные различия и еще борются все время за какие-то свои женские права. Ой, цветы, смотри, какие классные. Да, действительно, большой выбор, красивые, а мне больше желтые нравятся. Желтые тюльпаны, вестники разлуки. Да, желтые тюльпаны теперь только с этой песней у нас ассоциируются. Вообще, знаешь, вот с тех пор, как мы, женщины, выделили себе один единственный день в году для праздника, мужчины стали сразу озабочены. Для них этот день самый трудный. Подарки выбирать. Хотя, наверное, для простоты и для, так сказать, бюджетности они решили покупать цветы. И ведь они, наверное, нас с цветами ассоциируют. Конечно. С такими нежными, ранимыми. А вот как тебе эти приметы народные всякие? Желтые не дарить, белое только не замок. Четное и нечетное. Да, четное и нечетное. Кстати, давай посоветуемся с флористом. Айта, а как вы относитесь к приметам в цветах? Вот вы нам посоветуете как флорист? Или, может быть, нам стоит, не стоит желтые, вот эти четное количество? Ну, наши покупатели пока не совсем привыкли к монобукетам желтого цвета. Но мы стараемся их чем-то разбавлять. Потому что желтый цвет дает такую свежесть и яркость букетам. Он же такой солнечный. Да. Знаете, с появлением фэншуя люди стали по-другому относиться к желтому цвету. Это цвет богатства. Да. Вот нас вдохновили с Юлианой вот эти вот, как называются эти цветы? Это гиацинты. Гиацинты нас вдохновили, они вот такие удивительные. И вот их совместить можно с тюльпанами? Да, конечно. А это вот какие чаще всего мужчины все-таки выбирают букеты для подарка? Самые популярные это, конечно же, розы. Розы? Да. Кустовые. Ну и тюльпаны. Вот почему именно на 8 марта тюльпаны?
Это как на Новый год Мандарины и елка. Это сезон, да? Да, сезон. Цветение тюльпанов. И тюльпаны это символ весны, а также тюльпаны это символ счастья, любви. Да. А это поделитесь, пожалуйста, секретом. Как же нам сохранить букет, чтобы он простоял несколько дней? Самое главное правило – это не ставить букет рядом с батареей или с печкой. Лучше рядом у окна. Или в холодное место. Да, в прохладное место. И менять воду каждый день. И подрезать вот стебель максимально косо. То есть практически вот срезать самую большую часть, да, стебля? Вот так. А вот некоторые считают, что нужно какую-то фильтрованную воду наливать. Или же это миф? Нет. Обычно из-под крана подойдет вода? Да, из-под крана подойдет. У вас в магазине просто удивительно широкий ассортимент цветов. Я прямо поразилась, даже тюльпанов. И можно же покупать цветы не только на праздник. Да, как украшение интерьера. Как украшение интерьера. Делать себе маленькие букетные подарочки такие. Ух ты. Ой, как красиво. Красота. Какая красота. Очень нежный букет. Такой Очень воздушный, нежный. Да. И оригинальный. Чаще всего жизнь современного человека проходит очень активно. Он постоянно в движении, у него огромное количество дел, но при этом всегда нужно стараться уделить время и отдыху. Умение расслабляться – это тоже, между прочим, искусство. Итак, вашему вниманию 10 способов избавиться от стресса. Открывает список теплая ванна. И не зря, ведь вода отлично способствует снятию напряжения. Добавьте в нее эфирное масло лаванды, включите спокойную музыку, полежите в ароматной воде около 15-30 минут, и стресс сменится умиротворением. Следующий в списке, конечно же, массаж, один из самых популярных способов расслабиться. Если у вас есть возможность, посетите хорошего мастера. Далее процедура чаепития. Она обладает удивительным успокоительным эффектом. Важно, чтобы напиток был качественным и вкусным. Хорошо, если в чае присутствуют полезные добавки, например, мята или жасмин. Очень хорошо расслабляет творчество. Кто-то предпочитает вязать, кто-то готовить, а кто-то рисовать. Не игнорируйте свои порывы. Отдохнуть также можно, проведя какое-то время без телефона. Да-да, именно этот самый обыкновенный гаджет имеет свойство утомлять. А чем же заняться без него? Читать книги с хорошим финалом, например, романы Чарльза Диккенса или Джейн Остин. Не любите английскую классику? Выберите произведение по своему вкусу. Если книга интересная, она отвлечет вас от повседневных проблем. Или посмотрите какой-нибудь позитивный фильм. Общение с животными принесет немалую пользу. Это улучшает здоровье, поднимает настроение и успокаивает. Доказано, что уровень серотонина в нашем организме становится выше после того, как мы погладили кошку или собаку. На очереди занятия плаванием, растяжкой, танцами или йогой. Они тоже отлично расслабляют и снимают напряжение. Выберите занятия по душе и запишитесь в любую спортивную студию. И последнее. Старайтесь чаще видеться с друзьями, ведь это значительно отвлечет вас от проблем и поднимет настроение. На этом все. Отдыхайте с удовольствием и меньше сидите в телефоне. За свет заплатила, хлеб купила, торт купила. Может, мне еще цветы самой себе купить? Не звоните мне часа 3, дайте отдохнуть. Прости, что опоздала. Здравствуйте. Ты выбрала? Ты будешь, да. Из всего множества, что здесь есть, я выбрала тайский традиционный массаж. Ты пробовала его? Очень давно. Вот сейчас попробуем. Да, это то, что мне нужно. Спасибо. О, наконец-то!
я тут жить хочу остаться. Я тоже. Всё, мы в раю. Здравствуйте. Что нам делать? Спасибо. Так. Вот сейчас станем с тобой, о, как заново родившиеся. Ой. А ты знала, почему они Сиам называются? Потому что по королевской фамилии. Да? Да, это королевская династия Сиам. Тайская. Так что мы с тобой как две королевишны. Ой, как хорошо. Боже мой. Прям так расслабилась. Угу. У тебя даже зрачки прям расширились. Да я сейчас усну, по-моему. Так давно мечтала на массаж попасть. Как раз к 8 марта я попала, да? Ну, так мечты-то сбываются. Расскажи мне, в чем полезность массажа? Что-то я редко хожу, почти никогда. Я последний раз была в 2016 году. Можешь себе представить? Массаж, он вообще как профилактика вообще идет всех заболеваний, вообще всех. Как? Всех, даже органов желудочно-кишечного тракта. При массаже у тебя все мышцы расслабляются, кровоток усиливается и так далее, получается. Это очень полезно, да. Если у тебя там шейный остеохондроз и все такие дела, да, связаны с позвоночником, тоже массаж, это очень все нужно. Я знаю, что тайский массаж, он, по-моему, способен убирать даже самые глубокие зажимы, так? Да. И еще массаж нам, девочкам, нужен для чего? Не Чтобы знаю. мы похудели. Да ну? Да, конечно. То есть можно есть как раньше, но ходить на массаж? Да. А если в купе с физическими нагрузками ты хочешь на массаж, то можешь вообще стать Стройняхой? Голливудской звездой, моделью. Надо попробовать. Синди Кроуфорд. Знаешь, что мне нравится? В тайском массаже здесь чередуются мягкие надавливания и более глубокие. То есть одни позволяют полностью расслабить мышцы, другие убирают глубинные зажимы, и что-то происходит с мозгом. Ты как бы погружаешься в такое полусонное состояние. Мне так нравится общение и массаж одновременно. Да, слушай. Можно, кстати, так на девичник прийти. Вообще пора переводить в такой формат, да, наш день рождения и так далее, можно прийти с подружкой. Это С очень мужем хорошая можно идея, ходить. кстати. А можно с мужем ходить? Спасибо вам. Тебе понравилось? Очень. Мне тоже. Поэтому я оставила здесь чаевые, советую тебе сделать тоже. Это принято во всем мире. Если нравится тайский массаж, оставляйте чаевые в специальной коробочке. Будет о чем вечером девочкам рассказать. Да. Отлично провели время. Своей красотой и утонченностью уже не первый век славятся японские женщины. Кажется, что их привлекательность не подвластна времени. Как же японкам удается в 40 выглядеть на 20? Известно, что девушки страны восходящего солнца свято соблюдают 3 правила. Едят только здоровую пищу, регулярно занимаются спортом и с самых маленьких лет учатся ухаживать за собой. Но все, кто приезжает в Японию, удивляются тому, что едят здесь очень много, но при этом совсем не толстеют. Связано это прежде всего с особенностями рациона. В меню японцев много сезонной растительной пищи, овощей, бобовых, фруктов, рыбы, морепродуктов, круп, в частности риса очень высокого качества. А ежедневный ритуал – это дополнительный прием порции клетчатки. Вот такие секреты красавиц далекой страны. А тем временем наши ведущие уже спешат в японский ресторан Мацури, ведь именно здесь они очень любят посидеть за чашечкой ароматного чая, обсуждая последние новости. День прошел поистине замечательно. Это какое-то чудо, подарок просто. Ой, девочки, привет!
Привет! Девочки, а мы не с пустыми руками. Мы сегодня побывали в магазине Моди и приобрели для каждой из вас подарок. Так что радуемся! Ну что, Машенька, тебе с праздником. И тебя, Юлиана. Бемочка, тебе поварешку. Дашенька, спасибо за такой прекрасный подарок. Спасибо. А мы сегодня были на шопинге в магазине Зарина, где подобрали себе подарки, приобрели новые вещи из новой коллекции весенней. Обновили гардероб свой. Обновили гардероб свой и купили не только себе, но и подарки. сделали доброе дело. Да, мы преобразили девушку, которая нас узнала и попросила нас совета. Мы устроили небольшое преображение для нее, и она была просто безумно счастлива. А мы-то как были счастливы. Это просто прекрасно дарить кому-то чувство радости и красоты. Это просто невероятный подарок для нас. Девчонки, вы такие классные. Вот бы к вам попасть тоже так случайно в магазине. Девчонки, у меня давно не было шопинга. Я там видела красное платье из коллекции Smart. Оно все еще там? Да, это платье все еще тебя ждет, оно есть. Но тебе стоит немножко поспешить, потому что эта коллекция разлетается просто в мгновение ока. Завтра же пойду. Обязательно. А также там есть акция. 30% на блузки. Да, 30% на блузки. Это приурочено, скорее всего, к 8 марта. Ну и у них постоянно какие-то проходят акции, поэтому, мне кажется, супер шопинг тебе обеспечен. Девчонки, спасибо большое за полезную информацию, а мы с Дашей с ней тоже очень классно провели время. Действительно, итогом этого полезно проведенного времени стали эти подарочки. Девочки, для меня идеальное 8 марта – это все-таки не забывать о себе и о своем саморазвитии. Я канун 8 марта сделала для себя подарок и сходила на мастер-класс Рогова. Это было просто феерия и был отличный подарок для себя, потому что никогда не нужно останавливаться в своем развитии и всегда думать о будущем. И поэтому я желаю вам всегда быть умными, красивыми и самореализованными. Можно слушать советы подруг сколько угодно, но многие доверяют все-таки профессионалам. И недавно своим первым визитом в Якутию обрадовал известный московский стилист и ведущий Александр Рогов. Мы не могли обойти это событие стороной и, конечно же, задали несколько вопросов. Я в восторге от Якутии, хочу переехать сюда жить, и вот думаю, что в апреле перееду со всей семьей, куплю квартиру. Но я шучу. На самом деле я не ожидал, что Якутск такой маленький. Что он такой маленький, трогательный, милый, компактный. Мне казалось, что это будет какой-то город небоскребов. Я впервые в Якутске. А он такой компактный, маленький, симпатичный, очень трогательный. И, конечно же, из-за того, что сейчас морозно, все вокруг в белом снеге, в белом инее, все это выглядит очень эпично. Я вообще люблю очень снег. И ваши сильные морозы меня совершенно не пугают. Так что Якутск — это точно любовь. На самом деле, я очень часто отказываюсь отвечать на этот вопрос, потому что мне очень сложно проанализировать то, как выглядят девушки в том или ином городе, и чем стиль жительниц одного города отличается от другого. Но сегодня мне есть что сказать. Меня очень удивило и порадовало то, что многие действительно в городе носят национальную одежду. Это очень интересно. Единственное, чего бы мне больше хотелось, чтобы и унты стали чуть более современными, и чтобы осовременили национальные костюмы, но это действительно очень классно и круто, что промыслы поддерживаются, что они есть. Наверное, классно было бы, чтобы молодые специалисты, может быть, классные креативные дизайнеры подключились ко всему и помогли тем, кто готов вкладывать во все это, разработать современные дизайны. Я считаю, что жить нужно посредством. Если у вас есть возможность купить себе дорогую сумку дизайнерскую, конечно, ее можно купить. Самое главное, чтобы для вас это была сумка, а не вещь, на которую вы копили несколько лет или, не дай бог, взяли в кредит. Поэтому надо жить посредством, покупать те вещи, которые можете себе позволить в своем нынешнем статусе. Я хочу показать многообразие моды и возможности моды. Мы сейчас живем в то время, когда нужно самовыражаться. А самовыражаться можно и при помощи вещей секонд-хенда, и при помощи масс-маркета, и при помощи национальных костюмов. Руки у всех развязаны, делайте, что хотите. Главное, будьте собой. Мне кажется, что
не совсем уже современно говорить о том, какой должна быть настоящая женщина или каким должен быть настоящий мужчина. Настоящая женщина – это та женщина, которая не боится быть собой. И неважно какая, она грубая, агрессивная, элегантная, любит спортивный шик или наоборот ей нравится ходить на высоких каблуках. Главное, чтобы все было естественно, натурально и шло от сердца. И тогда настоящая женщина будет настоящей женщиной. Она должна уметь любить, она должна быть собой, она должна быть честной, доброй, искренней, настоящей. И то же самое можно сказать и о мужчинах. Александр Рогов уже много лет по праву считается главным стилистом страны, который помогает нам раскрыться и преобразиться с помощью одежды. Дорогие телезрительницы, будьте собой, радуйте самих себя и окружающих, любите и будьте любимыми. Поздравляю вас с началом весны. Это время обновлений, время изменений. Меняться не бойтесь, меняться страшно, но безумно увлекательно. И смотрите, конечно же, потрясающую программу «Город женщин» на НВК «Саха». Девочки, всем привет! Привет! Извините, что задержалась. Как я вам? Очень красивая. Ой, девочки, Люция, Бема, спасибо вам. Я так вдохновилась от ваших сторис и решила сегодня день посвятить своему преображению. Выглядишь супер. Я сама сегодня себя не узнаю, но побывав в студии у Марии Давыдовой, мне кажется, праздник уже удался. Да. Маша, ты сегодня просто неотразима. Мария Давыдова – мастер своего дела. Она тебя очень красиво накрасила. Молодец. Мы тоже сегодня провели время с Машей. Очень полезно. В магазине с символическим названием «Париж». Париж. Девочки, мы сегодня были в Париже. И будем теперь всем рассказывать, и это будет правдой. А цветы там действительно потрясающие. И очень большой выбор. Ассортимент Мы отметили, большой, да, да, что очень хороший какие там ассортимент. тюльпаны, девочки. Просто таких даже и не видели мы. Пиановидные. Пиановидные тюльпаны, да. И рекомендуем всем мужчинам и женщинам идти туда. Не останетесь без букетов. Да. Ой, ну наш день был не похож, девочки, на ваш ни капельки от слова совсем. Пока вы бегали по магазинам, мы сходили на тайский массаж. Да, мы сегодня наслаждались в спа-салоне под названием Сиам. Чувствовали себя королевишными. Я так точно отдохнула, потому что я хлеб купи, за электричество заплати и все такое прочее. А там мы лежали и просто наслаждались. Я уже купила подарочный сертификат своей маме. Да, там огромный ассортимент просто и прекрасные цены. Вообще выбор хороший, можно сходить посмотреть. Вообще подарок лучший, это, конечно, спа-салон для женщин. Мое идеальное 8 марта – это день полный любви. Во-первых, к себе, во-вторых, ко мне же, но окружающих людей, а в-третьих, моей любви к моим близким людям, о которых я люблю заботиться. Всем хорошего настроения и будьте красивые и любимы. Мое идеальное 8 марта – это когда я просыпаюсь, во сколько я захочу, и муж дарит мне мои любимые цветы и приносит завтрак в постель. Отвезти куда-нибудь свою маму, может даже куда-то улететь вместе с ней, отмечать, ну где-то встретить с ней этот праздник, да, не знаю, может в Париже, потому что это город ее мечты, и посидеть на Эйфелевой башне в их ресторане и смотреть на Париж. 8 марта – это женский день, поэтому я бы его сделала по-настоящему женским. Пускай мужчины бы отдохнули в этот день, развлеклись бы со своими друзьями, сходили куда-нибудь отдохнуть, а мы бы, в свою очередь, встретились с подругами и пошли бы, например, на маникюр, на какие-нибудь спа-процедуры. Я бы поздравил свою девушку, конечно же, устроил бы романтический ужин, с самого утра сделать завтрак в постель и подарить ей много-много цветов. Для меня идеальное 8 марта – это если ты просыпаешься утром, в окно бьет солнце, а за дверью в соседнюю комнату совершенно наглая кошка гоняет толстого нахального мопса. Вот. А твой любимый мужчина шушукается с детьми, и они выбирают и пытаются понять, как они будут тебя будить. А ты лежишь, вслушиваешься в этот шум, в этот самый лучший шум в мире и улыбаешься. Вот это для меня самое лучшее 8 марта. Самые теплые посиделки – это посиделки с семьей, и, конечно же, поделиться новостями, порадовать маму, сестру, жену – это, конечно, все очень замечательно. Хотелось бы в этот праздничный день поздравить прекрасную половину человечества с их праздником, пожелать успеха во всех творческих начинаниях, ну и, конечно же, самое главное – здоровья.
А я считаю, что 8 марта это всего лишь лишний повод для того, чтобы вновь прийти, обнять, поцеловать любимых и дорогих женщин. И мы, мне кажется, достойны, чтобы 8 марта было каждый день. Ну и на этой замечательной ноте город женщин не прощается с вами. Мы увидимся совсем скоро. И, конечно же, поздравляем всех женщин республики с 8 марта.